Вот у нас уже зарплата-то, откровенно говоря, по стране не маленькая, средняя, которую взять, допустим, она позволяет приобрести существенно большее количество бутылок, чем, например, средняя зарплата советского периода. Ну вот вы сами посудите. Я, значит, зарабатываю 140, жена 100. Всего 240. Это как-никак, а 80 полулитровок. Московских. Ну, кажется, жить можно, да? Теперь считай. За квартиру платить надо? Надо. 3 пол-литра долой. За свет 2 пол-литра. За телефон 1. Вот оно и выходит, что на жизнь больше, чем 74 бутылки не остается. Средняя зарплата была там где-то 180-200 рублей к моменту распада Советского Союза. Можно было купить существенно меньшее количество бутылок, чем на среднюю зарплату сейчас. Она по концу года будет 24 тысячи. Можете просто легко разделить, значит, на, естественно, дешевую, так сказать, какую-то водку, значит, и вы получите гораздо большее количество бутылок. В прошлый месяц я бутылки сдал, телевизор купил. Сейчас буду на сервант собирать. Ну а как же? Все эти бутылки существенным образом подешевели к той зарплате, которую люди получали.